Потому что даже в тех же книгах, если взять Теодора Драйзера, да, «Финансист», классика. Классика, да. Как он и шел, к чему он и шел, какие объемы, какие мысли у человека в голове, да. Ну, на тот момент, когда я читал книгу «Финансист», я сидел с бочкой кваса туда как раз на Подоле, только наверху, ближе к Европейской площади, сделали ремонт лестницы, там такая лестница возле памятника Магдебургского права. И мы там нашли вот четкое место, купили пару кег кваса, вот так взяли свой столик, приехали и стали. И люди как раз все поднимают. Без всяких разрешений, без ничего. Никаких не разрешений, ничего, это была такая авантюра. Мы там даже сделаем, я уже вижу, вот скидки у нас идут, за 933 получается. А реплика, это же реплика, по 500 гривен. Всем привет! Сегодня я вас познакомлю с своим другом, очередным предпринимателем, чтобы посмотрели на, вот сейчас тут во всей красе, что означает мелкий бизнес. А? Сердце промзоны. Да, потому что тематика нашего сегодняшнего бизнеса — это автозапчасти, правильно? Ну да. И у нас как раз вот офис находится возле такой дороги, где если покататься по таким дорогам, то явно сразу нам нужны автозапчасти, правильно? Ну, ты, да. грубо говоря, так это... В удачном месте. Ход такой. Да. Я так понимаю, ты специально еще дороги поразбивал здесь? Нет, дорогами другая история, это проблема, сколько времени. Ну, об этом говорят все клиенты, кто ко мне ездит. И реально, то есть офис здесь хорошо, потому что дешево и сердито. Но, конечно, лучше на дальнейшее переезжать куда-то ближе к метро. Ну, да. Ну, наверное, ты чем-то привлекаешь клиентов, что они готовы ехать по таким дорогам к тебе. Но сейчас более детально Саша будем... Это, кстати, Саша, я вас познакомлю, Александр, да. Видишь, у нас такое интервью по ходу. И будем сейчас задавать вопросы вообще, как Саша к этому пришел. И вообще, насколько предпринимательство и бизнес это легко, и насколько это лучше, чем наемный труд. Да, именно с этого и начал. Даже не знаю, надо смотреть. Давай, я отзвонюсь. Мне просто надо за Маховик регистрация, и там как раз такая сумма, понял? Да, ура, давай. Прям этот, как Дом 2. Реалити-шоу. Ну да, все же представляют, что, знаешь, сейчас в моде всякие видео про предпринимателей, где ты сидишь на яхте и рассказываешь, как я начинал, там, продал одно яблоко, там, заработал на 2 яблока. А когда вот это, когда ты только начинаешь, ну там, даже не только начинаешь, даже когда уже все в принципе идет, но у тебя все в мыле. Ну да. Ты с утра до вечера на телефоне, на нескольких телефонах. Один кладешь, второй поднимаешь. Ну, и все, что зарабатываешь, все вкидываешь в развитие, и особо этих денег можешь и не увидеть. Ну да, но с другой стороны, чувствуешь такой кайф, знаешь, от этой работы, что ты понимаешь, ну, ответственность вообще другую совершенно. А это еще когда ребенок есть, ну, это семья, да. Это да. уже не где мои 17. 100%. Так что, Олежка, видишь, тут у нас интервью параллельно. Нет, все правильно, мне так кажется, что так будет интереснее. Особенно для ребят, которые только думают, стоит, не стоит. Чтобы, знаешь, так, с одной стороны, без приукрас, но в то же время результаты есть, и результаты положительные. Так, ты что значит приходить на офис в 9, когда ты пришел, и тоже дисциплина, вопрос дисциплины. Да, а сейчас у нас 12. Сейчас у нас 12. Ну, как бы, вопросы тоже я решал по дороге. Ну, конечно. Ну и это ж, учитывая, что сам себе директор, ты же сам уже себе график рисуешь. Ну да. Так, что там у нас? Сейчас решим с этими амориками. Сейчас какие-то заказы у тебя? Ну да, вот это амортизаторы надо сделать. Радиатор 1, радиатор 2. Рейка тоже должна была приехать.
Надо будет потом посмотреть проходы. Так что, Олежка, так и живем. Тут, конечно, кондиционера мне будет не хватать, надо будет что-то думать с этим, потому что летом... Скоро лето, здесь солнечная сторона, наверное, да? Так? Да. Сторона солнца. Ну я прошлым летом здесь сидел, вообще, чтобы кто-то зашел, реально посмотрел, магазин это запчастей, я сижу на голом торсе, полностью мокрый. Ну, турничочек там, скоро там груша еще будет висеть. То есть сразу работа по всем фронтам. Ну слушай, спортзал сразу в офисе, сейчас это в моде. Ну да. Первый вопрос к тебе. Расскажи вообще, как ты пришел к вот этому ведению своего дела? Ну скажем так, что изначально каждый человек, наверное, себе ставит какие-то приоритеты по мере взросления, там, общения, там, поступил в университет, там, да, общаешься с людьми, видишь, ну, какая-то у тебя картина мира образовывается, мировоззрение, да, расширяется. То есть я для себя изначально понял, что я хочу заниматься чем-то своим. Ты поработал где-то в наемном труде? Да, поработал. Курьером, кажется. И курьером работал. Но вот курьером, там где я работал у того человека, которого могу на сегодняшний момент назвать наставником, Виталик. Ну, фамилию не будем называть, но в целом... Виталик поймет. Да, Виталик поймет. То есть, как бы человек, который много чего заложил, и на тот момент я был курьером, возил телефоны Apple. Тогда это был бум, тогда, ну, бум в каком плане, что они только начали к нам заезжать нелегально, все по-серому. И тогда не надо было крутого сайта. То есть, если показать тот сайт, который был тогда, и он продавал. На сегодняшний момент это просто, ну, сайт-визитка, а тогда это был интернет-магазин. Тогда важно было просто иметь товар. Да. Как в 90-х. Ну, что-то типа того. И получается, потом, когда я понимал просто, что я еду сам к поставщику, беру этот iPhone, привожу его клиенту, то есть я делаю как бы всю работу, ну, мне так казалось, что я всю работу делаю. И я вижу, сколько зарабатывает Виталик с этого, с продажи, а я получаю 50 гривен. А с айфоном, ну, на тот момент доллар был тогда еще по 8, там, ну, примерно выхлоп был там 400-500 гривен с продажи айфона. То есть, ну, почти больше $50, да? Да, там, да, на тот момент как бы $50 в среднем, $40-50 была маржа. Ну, и я как бы сразу себе, блин, прикольно, слушай, вот продавать, а не ездить кататься. Ну и тогда вот первое, ну как бы это не то, что тогда первое, тогда просто первое такое было у меня движение в сторону интернет-магазина. И вообще, когда я познакомился с CMS-системой, потому что сделал себе тоже интернет-магазин на OpenCart, ну это самое первое. Но ничего я не продал, абсолютно ничего. Но ты тоже то же самое хотел сделать, да? Да, тоже Apple. Тоже продал, ну только Apple, там уже и Samsung, и там много еще. Сань, на секунду хочу сказать, что сразу, да, вот... Но есть же другая логика людей. Люди видят, что их работодатель зарабатывает, они вроде все делают работу. У одних мышление сделать такое же самое свое дело, а вторых просто пойти к работодателю и сказать: дай мне больше зарплату, да, дай мне больше денег. Конечно. Да? Ну, то есть, мне кажется, что большинство людей, которые смотрят в сторону наемного труда, им кажется, что нужно просто требовать больше денег и там, делать те же самые движения. Кто как, но я же говорю, тут от мировоззрения зависит все, как человек развивается, то есть тут и книги, например, когда изначально там в детстве мне говорили, там отец постоянно, да возьми, Сашко, хоть книжку какую-то почитай, там что знаешь. У меня журнал был, там, я не знаю, какие-то машинки посмотреть, там еще что-то, ну, то есть. А потом уже стал постарше, я вижу, что окружение мои ребята, как бы, все там читают какие-то книги, то есть оно тоже дает, как бы, по капельке расширяется голова, и в целом, ну, то есть, понимаешь, что ты хочешь, больше понимаешь, потому что даже в тех же книгах, если взять Теодора Драйзера, да, «Финансист», классика, да, как он и шел, к чему он и шел, какие объемы, какие мысли у человека в голове, да. Ну, на тот момент, когда я читал книгу «Финансист», я сидел с бочкой кваса туда как раз на Подоле, только наверху, ближе к Европейской площади, сделали ремонт лестницы, там такая лестница возле памятника Магдебургского права.
И мы там нашли вот четкое место, купили пару кег кваса, вот так взяли свой столик, приехали и стали. И люди как раз все поднимают. Без всяких разрешений, без ничего. Никаких не разрешений, ничего. Это была такая авантюра. Мы там тоже много денег не заработали, но тем не менее первый опыт вот получил. Потому что когда вопрос, вот, если мы как бы видео больше снимаем для начинающих, молодых людей, которые только хотят стартовать, только хотят что-то для себя там нового, да, то основная сложность у меня лично была, вот, а чем его, вот вроде хочешь там бизнес, а что именно конкретно? Вот что конкретно, чем конкретно заняться, вот первый старт, первый шаг какой сделать, самое как бы сложное. Как мне сказал брат, тебе надо, он старший брат уже бизнесом занимается, ну там уже нормально себя чувствует, но в целом он сказал: Саня, продавай хоть пирожки, иди продавай, хоть носки заработай продавай. какие-то первые деньги. Просто ты должен почувствовать, что ты сам где-то купил и это продал. Первая кровь. Да, вот это самое как бы основное. Вот, а как к запчастям пришел, то есть потом работал я на работе на другой, там, грузчики, услуги перевозок, сам по образованию логист, то есть это как бы тема моя, там, перевозки, грузоперевозки, вся эта тематика. Но мне она сразу, мне эти перевозки не очень, ну, просто душевно, или там, были там моменты, когда мы хотели интернет-магазин по продаже корма для собак, для кошек, то есть такое, зоофуд, типа вот этот, зоофуд или как назвать. Мне оно не заходит, ну то есть органически я чувствую, что это не твое. Я не хочу там заниматься, понимать, какие там корма, какая там собака, лайка, хаска, ну я люблю собак, но не до той степени, что там понимать, что им предлагают на ужин и на завтрак. То есть как бы так тоже, это сразу тема отошла. А запчасти, ну запчасти как бы как пришли? Так пришли, что был у меня человек, с которым Ярослав, мы как бы вместе, почему был, он и есть, просто мы сейчас уже не партнеры. Так получилось, что мы вместе стартанули, да. Потом так сложилось, что как бы, ну, разошлись. Разошлись, остался я сам, но тем не менее выход на запчасти получился. Первый выход от Ярослава. Ну, то есть система работы бизнеса у тебя осталась, партнер просто ушел в свое какое-то, в свое свободное плавание. Да. То есть, ну, все нормально, ты его там никуда не вывозил, то есть он по-любому... Не, мы общаемся, в том-то дело, что... Вот, это самое важное. Это тоже, вот клиент звонит. Давай поднимать трубочку, конечно, не будем терять клиента. Алло, Иван, да, приветствую вас. Да, ты занимаешься этим бизнесом уже почти 2 года. Да, уже почти 2 года, ну как бизнесом, понимаешь, просто когда мы стартанули, это все было не по классической схеме, когда человек, например, строит себе бизнес-план, он понимает, что у него там будет какой-то сайт, надо вылаживаться на развитие, что это постепенно, как у меня, например, товарищ начал заниматься сумками, вот за полгода у него 14 заказов. А у меня старт начался с того, что у меня оборот, ну, то есть я работал тогда еще на работе, и каждый день приезжала коробочка. И каждый день эта коробочка все больше и больше приезжала. И, то есть, что ты имеешь в виду под коробочкой приезжала? Коробочка запчастей. Потому что мы зашли на большого покупателя. Ну, то есть это большой магазин, но это запчастях не буду называть, но как бы такой не маленький магазин, который у нас покупал запчасти. И это была оптовая продажа запчастей. То есть мы изначально, не имея ни сайта, ничего, сразу зашли. То есть это дало вам возможность как-то выживать, да? И это дало возможность, ну, вообще стартануть, как бы уйти с работы, скажем так. И что понимать, что ты не просто в никуда, да, что какая-то там у тебя копеечка, уже ты знаешь, что ты уже там, у тебя есть покупатель, есть продажа. Да. При том, что каждый день эти продажи как бы были. Сейчас. Алло. Да, Юр, здорово. Да что-то пропала связь, я взял трубку, пропала. Ну да, на офисе. Давай, подтягивайся. Давай, ага. Товарищ. Вот и так потихонечку, то есть первое время, если так разобраться, ушел я с работы, как это было, ушел с работы, ну что делать, ну давайте, пацаны, все, будем что-то делать, это собирались у меня дома, ну там начали, ну там как видение, что надо дальше в этом направлении, там все интернет-магазины, там заходишь на Hotline, видишь там список, всем прозваниваешь, алло, компания такая-то, такая-то, давайте вот держите прайсы, там. Потихонечку оттуда тоже какие-то пошли, то есть рабочие моменты, что до сих пор с некоторыми сотрудничаем, вот. Ну, я не буду там некоторых аспектов своего бизнеса рассказывать, но как бы изначально
мы как дети были, знаешь, такие дети, которые розовые очки. Которые... Да, и то есть одели Сейчас розовые. выстрелит. И думаешь, все, сейчас пошло. Вот это только старт, еще пройдет 3 месяца. Там уже все, Турция, пацаны, едем на осень в Туреччину відпочивати, или Египет. А машина уже Е46, BMW, там то все, там смотришь, как бы понимаешь, что ну с такими темпами, как сейчас, ну как бы там вообще. А потом просто, ну там нюанс такой был, что это все прекратилось, оптовая наша продажа. И... То есть, грубо говоря, один клиент ушел, на которого ты рассчитывал, да. и начался реальный бизнес. Реальный бизнес. Вот тогда начался реальный бизнес. Тогда считать, если так, то это с осени 2015 года мы переехали на первый офис на заводе, там на Алматинской улице. Первый офисок был на втором этаже, на первом этаже СТО, на втором этаже у нас офис. Тогда мы были еще втроем. То есть изначально мы начинали даже не вдвоем, а втроем. Но так получилось, что один человек, он как бы ушел. Ну, все естественным путем. Да, все естественным путем отсеялось, как бы, что там ушел. Сейчас у тебя сколько у вас человек? Сейчас пока вдвоем, обратно. Вдвоем, ну как, втроем, потому что есть еще один, ну как бы больше партнер. Больше партнер, хотя, ну, я сам за себя, он сам за себя, но у нас есть кое-какие там сотрудничество. Да, сотрудничество. То есть в целом так, а потом понимаешь, что, ну, что зайти, то есть понимаешь объем вообще рынка, куда ты пришел, какой это рынок, глубину этого рынка, что это очень насыщенный рынок. И понимаешь потом, почему, например, интернет-магазин изначально там представление было, что это там $500 будет стоить и примерно там рекламку проплачивать и будет все хорошо, то сейчас, например, вот на рынке автозапчастей расценки начинаются за свой, не арендный, а свой интернет-магазин. Ну, от $2000 это старт, а так, чтобы хороший, там, 5. Это чтобы создать, да? Это просто будет твой интернет-магазин. Не с нуля, уже есть компании целые, которые занимаются именно по автозапчастям сайта. Ну, я имею в виду, что ты за $5000 покупаешь хороший интернет-магазин, но это просто интернет-магазин. Просто интернет-магазин. Он ничего не продает. Не раскрученный, и сюда добавляют там SEO, ну, оно стартует от 6000 гривен в месяц. А нормальный ценник, то есть серьезная компания берет $800 в месяц, просчитывает бюджет от SEO $800 на 6, $4800 у тебя должно быть на SEO на полгода, на самый старт забито, плюс SEO дальше не отключается, оно дальше должно валить каждый месяц по $500-800 ты должен туда вливать. Ну и как бы общая сумма такого бизнес-плана, чтобы сделать сейчас хороший интернет-магазин по автозапчастям, это $20 000 на год. На год. На год где-то 20 тысяч надо. Ну понятно, ну это ты сейчас говоришь про такое, типа сразу, чтобы... Чтобы по красоте сразу. Да. Чтобы по красоте. Да. Но ты же не так пошел, правильно? Я не так. Сейчас, да, то есть это просто, это, скажем так, если у вас есть $20 000, вы хотите такую легкую дорогу, которая не факт, что вас приведет к чему-то. Ну как легкая дорога? Если бы у меня было $20 000 2 года назад, и мне сказали, давай сделаем интернет-магазин автозапчастей, то я бы вкинул эти 20 000 и не знаю, что бы было. Может быть, ничего не получилось? Да, да. А тут просто тот опыт, который у меня есть за 2 года, я понимаю, если сейчас мне $20 000, то я сделаю это. Я это понимаю. Но с другой стороны, пока у меня этих $20 000 нету, ну как бы я уже ты себе... создаешь своими руками. Своя стратегия, да. Ну то есть пока у меня площадки, Prom.ua, если знаете, есть такой ресурс, там есть интернет-магазин Hot Parts. Ну это Hot Parts Kyiv.ua. Будете ездить по украинским дорогам очень часто, сразу обращайтесь к Саше, то есть... Да. Потому что автозапчасти вам в любом случае понадобятся. Вот, так что таким образом. Хорошо. Я думаю, что самое основное это ответить себе на один вопрос, чего ты хочешь. Один такой простой вопрос, но в разрезе там таком на 20 лет перспективу поставить, ну или хотя бы на 10. Чего ты хочешь? И вопрос, как туда прийти, если ты, например, хочешь какие-то там материальные блага, какую-то жизнь более-менее качественную, комфортную, с женой поехать там 2 раза в год отдохнуть, машину, квартиру и т.д. и т.п. То есть базовые такие вот потребности, чтобы у тебя были закрыты, чтобы ребенок где-то учился и т.д. и т.п. И вот, например, если ты хочешь этого, и как ты можешь к этому прийти? У тебя есть 2 дороги. Либо ты наемный сотрудник, либо ты предприниматель. И теперь в разрезе просто того, чего ты можешь достичь здесь, когда ты наемный сотрудник,
через 10 лет, ну, скажем, $2000 для наемного сотрудника, я думаю, это хорошая очень зарплата в Ну, Украине. типа потолок Ну, для большинства. Плюс, да, я думаю, что ну потолок, если так взять, ну $3000, это, я не знаю, это топ-менеджер какой-то, там, чуть И ли это не мы в даже банке. берем Киев. Это Киев, да. Да, что же там про в регионах все на порядок, Да. все. То, ну, для предпринимателя этого потолка по сути нету. Все зависит от тебя и все в твоих руках. Что вот разница, вот чтобы не перепутать, предпринимательство это стабильная нестабильность, когда ты стабильно в нестабильном положении находишься. А работа это нестабильная стабильность. То есть вроде бы кажется, что все стабильно, но в один момент поменялся директор и тебя как бы ну, там, до побачення, сокращение или еще что-то. Поменялись условия, постоянно кто-то тебя пилит. Ну то есть тут даже стиль жизни, еще стиль жизни надо сюда тоже добавить. Как один из... К нам или клиент, или партнер пришел в А гости. это я тебе еще может сразу, тут же... Олег, Ничего Юра, себе очень интересно. приятно. у нас мы пишем. Видите, я не отвлекаю, что ли? Во. Даже Юрец зашел, ничего себе. А Юра Здравствуйте. партнер? Привет, Ютубу. Клиент? Не, ну уже все, Давай. нам надо что-то купить. Купи, да. Я просто думал, Даниэль зашел, а Даниэль, у него тут производство мебели, тоже как бы предприниматель, с нуля все начал, это как бы, может, следующее видео. Хорошо, Да. снимем следующее видео. Ну, в любом случае, все. Спасибо за то, что смотрели. И вот мы вообще снимали видео на тему предпринимательства. Мгм. Ваше мнение тогда? Вот. А предпринимательство совершенно верно, это очень хорошо, у нас сейчас молодежь как раз стремится к этому. Это очень радует то, что молодые люди понимают, что в этой стране там работа на какого-то дядю, грубо говоря, да, ты там особо ничего не добьешься. Действительно, надо брать просто ситуацию своей жизни в свои руки и стремиться к финансовой независимости. Золотые слова. Слушай, Вот так человек только Юрец. зашел и сразу. Да, все. Спасибо, Bye-bye. пока.